Так, все, хана разобрали, да? Давайте камеру. Так, в общем, выглядит все это дело, да. В принципе, так можно ездить, да, в принципе, в каске мотоциклетной. А к вам один приезжал. Ну да, у меня есть это от мотоцикла, осталась еще каска, так что. Так, а вот уже стекло само новое. Со всеми этими резиночками сбоку. Ну, вот это под камеру. Все. Ну, оригинальная именно вурзовская. Так что такие дела. Выглядит страшновато, конечно, когда смотришь. В общем, такие ждем, когда процесс. Ну, короче, до 5 должны сделать все. Постою чуть-чуть, чтобы засохло. До завтра, наверное, и поеду. Да, в Дону движуха, прямо пробки с кораблей. Это я проезжаю. Ну, въезд в Ростов, получается, как Деловской мост называется. Ну, пост раньше. Кораблей прямо куча. Стекло новое. Надо срочно магнит налепить, но я его забыл снять с того стекла. Так что без магнита теперь. Это же был как фирменный знак. Не знаю, машина простояла, они сказали, что нормально едь. Я вот это еду, крадусь, чтобы по стыкам прям не сильно скакать. Получается, мне его вчера вклеили где-то часа в 2 дня, наверное. А сегодня, ну, я до утра там потусовался. Сейчас 11. Ну, в принципе, я думаю, хватит, чтобы оно не вывалилось. Ну все, едем домой на отвисание. Понятно, что делать дальше. Да, ну нормально, кстати, я чуть припозднился и уже не особо должно быть пробок по Ростову. Сейчас вот по Малиновского поеду и в принципе мне тут особо не надо петлять по городу. То есть, грубо говоря, по западному прокатился один раз налево и прямо все время. Погодка тут отличная, солнечно, 13 градусов. Днем это утро еще, днем, наверное, будет вообще хорошо. Бабье лето в разгаре. Так, а по дате, что у нас там сегодня какое? Это 14 октября. Ну все, на Якутию уже все вариантов, я думаю, не будет никаких уехать. Ну, туда и не успеешь уже на паром, так что буду думать какое-нибудь новое место посетить. Так что следите, короче, за моим движением. Всем привет, удачи на дороге. Так, наконец-то всем привет. На погрузочке. Кто узнает, что это за населенный пункт? Река Обь. Да, уже все замерзло, там вон рыбаки вдалеке сидят. А, есть там еще, да, полыни. Все, короче, пропадал так особо-то работы. По месту покатался. И вот это с Краснодара приехал. Новосиб налегке. Думал, опять поеду. Вот стою, грузят. Уже во втором месте. Ну, в первом месте загрузили 30 палет. Смотрю, там 12,5 тонн всего. Думаю, вообще ништяк. А сюда приехал. Они все выгрузили обратно и погнали еще под крышу докомплектовывать. Сейчас посмотрим, что получится с этого. Едем в Якутию. Да, так красиво. Погодка хоть потеплела. Я подъезжал сюда, было минус 31. Сегодня получается, что, 2 декабря. Короче, все ништяк. Машина едет, погода радует.
Ладно, дальше будем снимать про рейс Якутия. Всем привет. Так, ну что, всем привет. 300, как говорится, лет не прошло. У меня сразу, как только в Якутск куда-нибудь еду, сразу снимать что-нибудь надо. А так до этого, получается, дома был, вот стекло, видите, поменял. Наконец-то дошло оно мне. Ну, это уже, правда, давно было. Ну, там по месту поездил у себя и вот, получается, в сторону Якутию на перекладных еду. До Новосиба довез, получается, с Краснодара. Из Краснодара конфеты, там 12 тонн, получается, всего лишь. Ну и дальше загрузился, тоже сборка на Нерингри, надо заехать и без тяг, без переправы. Такой рейс, в общем. А тут достопримечательное зимнее. Солнце вышло, прям отличная погода. К Иркутску подъезжаем, где-то 200 километров осталось. 4 декабря, тут потеплело все, в общем. Минус 13 сейчас. Ну, так до этого морозило вроде как. Я вот еду и теплеть передо мной начинает. Ну, чутка захватил, там от Омск, Новосибирск на переходе, там 31, по-моему, ночью самая низкая была температура. В общем, и дальше нормально. У меня там разведка впереди едет, Андрей. Где-то 1000, может, чуть больше впереди меня. Тоже, говорит, везде сухо, все посыпано, в общем, нормалек. И в Якутии тоже там было по Гисметео, когда смотришь, там дней на 10, там минус 50 показывало, а сейчас уже, ну, обновилась информация, уже там минус 44 пока, самая низкая. Ну, посмотрим, приедем, как раз 44 это не так уж. 50 это уже, конечно, экстрим начинается. Ну, поглядим, как будет. В общем, скоро Байкал, но Байкал ночью буду проходить, так что особо и снимать нечего, как говорится. Ну, дальше все любимые перевалы, Мандрики, все это. Тоже, наверное, ночью. Не знаю, посмотрю, как по настроению. Сейчас сколько, 4 часа по местному. Через часа полтора-два уже темно. Ну да, и ехать, ну, точно до Улан-Удэ 400, наверное, до Улан-Удэ-то можно дойти будет. Ну, в общем, такие дела. После двухмесячного перерыва даже это как-то теряешься, что тут событий особо никаких, что. ТО сделал, стекло поменял, по месту там посовывался. Получается, оно вроде как рубль-километр там получилось получше, да, но я за месяц наездил что-то 1006. Ну, там получается 100 рублей километр, но все время вот это, грубо говоря, 1000 проехал, сидишь, куришь. Что-то кого-то ждешь, документы, погрузки, разгрузки, оно все размазано. То есть не получается нормально, короче, обороты делать. Потому вот как бы закончилась там эпопея с ледоколом, сейчас уже пошел перегруз. Ну, то есть сейчас, получается, в Бестях приезжаете, там в бокс куда-нибудь загонят, и УАЗиками начали уже возить. Ну, пока доеду, наверное, уже такие какие-нибудь пятитонники поедут. А так бригада УАЗиков приносится, и тебя потихоньку через реку перебрасывают. Из склада что-то, по-моему, 70 тысяч стоит, сказали. А паром стоил с ледоколом 144 400 в одну сторону. Ну и там плюс, как бы он один в день ходил, там, в общем, такое эпопея. Я не попал, вот у меня Андрей переправлялся, считай, на первом пароме, на этом. В очереди постоял там. Ну тогда, как только переправа обычная, паром перестал ходить, ледокольный пошел. И там вот где переправа, мы на пароме идем, сейчас оттуда уже зимник начинают намораживать. Ну вот, УАЗики запустили, все, пошла перегрузка. В общем, посмотрим. У меня в Нерингре часть выгрузят. Но у меня единственный плюс, как бы, что я еду тоннаж. То есть я до Новосиба 12 тонн, сейчас 21 у меня с Новосиба.
как бы то в Нерюнгри выгрузят тонн 5, наверное. Как бы налегке, типа. А деньги те же. Но по времени дольше. Из-за того, что выгрузиться, загрузиться. Ну, в общем, то на то и выходит. Только единственный плюс, что да, расход поменьше из-за тонн. То я грузился 27 бананов там. А теперь получается особо выгоды-то нет. Ну, сейчас, наверное, если бы сейчас вот грузился, может, новогодние тарифы какие-то уже там что-нибудь подняли бы цену. А так в начале, ну, грубо говоря, я выехал в конце ноября еще. Тогда не прослеживалось никаких добавок новогодних. А сейчас у меня ожидается это с Уссурийска откуда-нибудь. Там уже начинаются цены подниматься. Как раз числа 12-13 там будешь. 10-11 дней на дорогу. Как раз в тему под Новый год что-нибудь привезти. Ну, в общем, буду смотреть. А пока вот наслаждаемся иркутскими трассами. Ну да, перед рейсом, что я говорил, ТОшку сделал, масло все поменял, все попроверяли, вот эти мои свисты, писки. Посмотрели, чуть-чуть на гофре есть где-то вот, ну, то есть по прокладкам везде все в порядке, поподключали, по этот горняк проверили, как он там где что держит. Короче, на гофре видно вот, ну, как, знаете, такая грязь накипела на самой гофре, а есть кое-где такие вот, как выбитая, видно. Ну, как чистая. Кусочков грязи нету. Может, там, он говорит, через гофру при определенных там условиях. Ну, короче, будем наблюдать. Пока, говорит, хорошая на новая, типа, не видим смысла менять, типа, ничего страшного. В общем, такие дела. Пока вот еду, реально, вот сейчас горняк включаю. Все, тишина полная. Так что починилась Volvo сама. Единственное, что у меня поломалось, это вот тут вот на лбу, ну, наверху фары эти дальние, на них же диодные габаритики такие. Получается, габаритик перегорел. И он, получается, отдельно не меняется. Говорит, фара в сборе. Короче, как-то не прикольно. Не знаю, даже еще не узнавал, сколько это стоит, но думаю, как бы не мало. Тут что не коснись, все это цены конские. Ну, как бы из-за габаритика. Ну, некрасиво просто, и все. Получается, машина в темноте, такой один угол не светится. Такие дела, в общем. Гаишники всех подсадили на подъем. В общем, стоят тут, бдят. Не дали народу раскатиться. Ну еще, да, вот мне стекло поменяли. Все как бы приклеили оригинальное, с этими всеми резиночками оно. Ну вот тут вот в углу водительском, вот что-то все равно при определенных условиях так посвистывает. Вот даже сейчас слышно. Слегонца. Не знаю, вот на мойке помыл машину, мороз, выехал, видно, вода затекла, где-то замерзла. Вообще пропал свист, не было. А сейчас что-то отошло, видать, на солнышке где-то или что-то отогрелось оно там. В общем, как обычно. А тут видно прямо, вот здесь вот идет клей. И такой вот прям такие наплывы. Просто я когда стекло срезали, именно заводское, да, там видно такой слой идет ровно. Ну такой где-то 2-3 миллиметрика, везде равномерный. А тут получается вот пальцем даже с той стороны как бы, ну, видно, придавили больше ту сторону. Может, знаете, вот, ну, как-то с этой стороны, короче, толще слой. И он такой миллиметра 4, наверное, 5 даже. И такими, как, знаете, точками они такими делали. Не ровная полоска, а такими, как капли. И оно, может, из-за рельефа где-то, знаете, как кружок такой. Ну, есть где воздуху, короче, завихрение делать. Так туда залазил, там вроде как эта резиночка идет, все вроде как, ну да, такая вот
свистульку, как ее убрать, я не знаю. Попробовать, может, замазать чем-нибудь. Типа пластилина. Такого, ну, который, чтобы он... Ну, можно было его вытащить, что-нибудь такое пластичное. Ну, в общем, буду смотреть, пока не напрягает прям сильно, но иногда прямо он завывает, засвистывает. Стекло-то поставили оригинальное, все, но, видать, что-то с этим, с клеем. При том, что я пошел в гостиницу, машина отстояла, то есть, грубо говоря, ну, не сутки, конечно, но часов 20 отстояла она. А потом дома неделю стояла, не знаю, уж точно что-нибудь присохло. Потому что я до дома ехал, там прямо аккуратненько все стыки проезжал, там все. Ну, по идее, оно-то и не должно было никуда сместиться, как бы эти сказали, что у него там частичная полимеризация проходит этого клея, там сразу часов 6. Ну, короче, так, из видимых причин это толщина разная. То есть придавили, видать, разные углы по-разному. Можно, конечно, заморочиться будет, взять его, срезать и заново наклеить. Ну, если прям совсем ничего не будет помогать. Так, а тут прямо солнышко радует, да, все дни эти как-то не наблюдалось. Так, ну а что еще могу сказать? Так, из информации, наполнение видоса. Это вот с Краснодара у меня 29,5 сейчас расход. А с Новосиба 33,3. Ну, он набрался так. Я стоял там, сям, на холостых. Так, в принципе, было 28,1, по-моему, я приехал. Когда в Новосибирск с Краснодара. Ну, потом по городу, там я еще как-то загрузился вечером с этого речпорта, выезжал, по все пробки собрал. Там выехал, у меня там обнулил как раз Новосибирск, у меня было там 125 литров на 100 километров. В общем, 1715 проехал от Новосиба, от Краснодара 6280. Ну, а это у меня весь расход за последние 130 тысяч километров, 32,1 у меня в среднем. В общем, такие дела у меня. Мы работаем. Короче, погода впереди радует, позади тоже радует. Сзади, кстати, Арман идет тоже на Уссурийск с яблоками. Короче, я пока в Якутию туда-сюда завернусь, с ним, наверное, пересечемся. Он тоже в Уссурийск. В общем, такие дела. Едем дальше. Всем давайте удачи на дорогах. Дальше будет что интересное, засниму.